Это программа «Актуальное интервью». Здравствуйте. Последние годы кардинально изменилось законодательство в сфере долевого строительства. Установлены дополнительные требования к застройщикам, создан компенсационный фонд, фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства, введено применение эскроу-счетов. Не стал исключением и 2019 год. Какие изменения произошли в этот период? Как изменилась ситуация на рынке долевого строительства? По какой причине возникают новые проблемные объекты? И как гражданам не стать обманутыми дольщиками? И как государство поддерживает пострадавших? Об этом наше актуальное интервью с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере, советником юстиции Вячеславом Никифоровым. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какие изменения произошли в законодательстве в долевом строительстве в 2019 году? Начну с того, что в первую очередь самым знаменательным изменением в федеральном законодательстве это стало введение с июля прошлого года так называемых эскроу-счетов, по которым работают у нас застройщики, привлекающие денежные средства граждан. Для чего они нужны? То есть денежные средства, которые застройщик привлекает от граждан, они не идут на счет застройщику, а аккумулируются на счетах в банке, на эскроу-счетах. И получить эти денежные средства застройщик может только после того, как введет в эксплуатацию жилой дом. То есть вот эта новелла в федеральном законодательстве, она в принципе должна устранить эту проблему и так называемое понятие «обманутый дольщик». Ну, к другим изменениям. Получается, у нас с прошлого года, с сентября месяца, также началось введение единого реестра проблемных объектов по всей России. Ведет его акционерное общество Дом РФ, и размещен данный реестр по всем субъектам в сети интернет. По сравнению с другими годами, получается, у нас уменьшилось количество критериев, которым должен соответствовать проблемный объект. Соответственно, данных объектов, как мы наблюдаем, в сравнении с 2018 годом, в 2019 году стало больше. Также глобальным изменением стало то, что в прошлом году на федеральном уровне была создана публичная правовая компания «Фонд защиты прав дольщиков», и этим же законом расширен перечень мер государственной поддержки, на которые могут претендовать граждане, если они попали в такую ситуацию. В развитии данного изменения, получается, в регионах России также были созданы практически во всех некоммерческих организациях фонды по защите прав дольщиков. Якутия не стала исключением в данном случае. И эти некоммерческие организации, они работают с федеральным фондом, и их деятельность направлена на восстановление прав обманутых дольщиков. Вот к основным изменениям. И какова ситуация с долгостроями в республике на сегодняшний день? По состоянию на 1 июня у нас в едином реестре проблемных объектов имеется 14 проблемных объектов. Строят их 8 застройщиков. По ним заключено 650 договоров долевого участия в строительстве на сумму более 2 миллиардов рублей. Ну, цифра, конечно, увеличилась, потому что сократилось количество критериев, которым должен соответствовать этот дом. Ну, с одной стороны, это и хорошо. И если смотреть через призму восстановления прав этих дольщиков, по вот этим объектам, то мы планируем в ближайшее время по 8 объектам из 14 это возмещение компенсации, обманутым дольщикам федеральный фонд будет выплачивать. По 4 объектам мы ведем активную работу с застройщиками, и они их должны в ближайшее время достроить. По одному объекту планируется, уже есть судебное решение, которое вот-вот вступит в законную силу. Это передача объекта другому застройщику для достройки и передачи квартир. И по одному объекту это создание жилищно-строительного кооператива, предоставление субсидий из бюджета и достройка объекта. А имеются ли примеры восстановления прав дольщиков? Ну, конечно, данная работа ведется нами постоянно. И если говорить про 2019 год, то в результате принятых мер и межведомственного взаимодействия, конечно же, с органами власти республики, нам в 2019 году удалось добиться достройки 10 объектов, по которым права восстановлены 1250 граждан, то есть они получили жилье. Кроме того, ведется активная работа, как я и говорил, с публичной правовой компанией, Федеральным фондом защиты прав дольщиков.
которым в прошлом году уже по одному из проблемных объектов, это ООО «Семир», уже были предоставлены 99 компенсаций на сумму более 210 миллионов рублей. Ну и также в стороне не остается наши региональные власти, да, которые также в своем законодательстве предусмотрели меры поддержки. И в прошлом году в результате этого получили социальные выплаты, да, компенсацию 31 гражданин на сумму более 37 миллионов рублей. Это граждане, которые пострадали от так называемых двойных продаж, то есть квартиры, которые были проданы по 2 и несколько раз. Вячеслав Николаевич, а какие нарушения в сфере долевого строительства допускаются чаще всего? Ну, в основном, конечно, это нарушение градостроительного и земельного законодательства. В чем они выражаются? Как правило, это муниципальный уровень, и связаны эти нарушения с необоснованными отказами в выдаче разрешительной документации застройщику, либо необоснованная выдача данной разрешительной документации. Также застройщики периодически, систематически, я даже сказал, допускают нарушения, связанные с своевременным внесением изменений в разрешение на строительство, что касается сроков действия, да, и по проектной документации. В случае, когда застройщик не успевает достроить объект, он обязан внести эти изменения и поменять эти сроки. Ну вот по таким фактам у нас прокуроры реагируют. Также допускаются нарушения, связанные с ненадлежащим информированием граждан-дольщиков, да, о переносе сроков строительства дома, завершения строительства дома. В таком случае на что следует обращать внимание потенциальным дольщикам при выборе застройщика? Ну, начну с того, что приобретение квартиры для любой, наверное, семьи, да, в действующих условиях – это очень большие материальные затраты, да, и к данной покупке следует очень серьезно отнестись. Не надо руководствоваться в первую очередь дешевизной квартиры, да, потому что низ рынка, как правило, ничего хорошего не сулит в дальнейшем, да, и свидетельствует, как показывает практика прокурорского надзора, о ненадлежащем поведении, да, таких застройщиков. Ну, на что обращать внимание, если вы все-таки подыскали, да, данное предложение, которое вас устраивает? В сети интернет, в общедоступном, ну, общий доступ имеется у всех граждан, да, есть единая информационная система жилищного строительства. В ней размещены все объекты, которые строятся, да, по 214 федеральному закону, ну, по дольщикам. Значит, на этом сайте, если вы найдете этот объект этого застройщика, да, на нем должны быть размещена вся необходимая разрешительная документация. То есть, в первую очередь, это должно быть разрешение на строительство, проектная документация, права на землю. То есть, там все эти документы в отсканированном виде, они отражаются, и вы их можете посмотреть, и даже распечатать, и как-то с ними работать потом. То есть наличие вот этих документов как бы будет свидетельствовать о том, что застройщик ведет себя в рамках закона, да, и с таким объектом можно работать. Что такое разрешение на строительство? Разрешение на строительство, как правило, оно выдается органам местного самоуправления, да, на территории которых эти объекты возводятся. И если такое разрешение застройщику выдается, то муниципалитет, в принципе, гарантирует, да, гражданину, который будет приобретать квартиру, соответствие разрешительной документации и проектной, да, действующим нормам градостроительного законодательства, наличие прав у данного застройщика на землю и другим критериям. То есть это как бы, ну, определенная защита. Ну, что еще можно сказать? Привлечение денежных средств, да, граждан вот, по 214 федеральному закону, оно должно осуществляться исключительно по договорам долевого участия в строительстве, либо путем инвестирования в строительство через жилищно-строительные кооперативы. То есть только вот этих два момента нам позволяют легально внести деньги на строительство этих домов. Кроме того, договора долевого участия в строительстве, они подлежат обязательной регистрации в органах Росреестра. То есть перед регистрацией данного договора органы Росреестра еще раз проверяют наличие разрешительной документации, наличие прав на землю. И только после этого, после регистрации договора участия в долевом строительстве, гражданин обязан уплатить стоимость данного договора. Тут также стоит обратить внимание на существенные условия, которые должны содержаться в данном договоре. То есть это сроки строительства дома, его цена, его технические характеристики. Там обязательно должен быть расположен план, схема данной квартиры.
цена, порядок ее уплаты, сроки и, получается, сроки завершения строительства. Вот только при соблюдении вот этих условий, в принципе, возможно внесение денежных средств на строительство данного дома. Какие формы поддержки предусмотрены государством для обманутых дольщиков? Расскажите, пожалуйста. Ну, это также мы возвращаемся к этому вопросу по изменениям. Да? Основные изменения у нас произошли в последние 2 года. То есть, если до 2019 года проблемой обманутых дольщиков занимались только региональные органы власти, да, в субъектах России, то с 2019 года это стало общероссийской проблемой, потому что масштабы достаточно большие. И в связи с этим круг, перечень этих мер поддержки был существенно расширен. То есть создание фонда, Федерального фонда защиты прав дольщиков, принятие соответствующего федерального закона позволяет теперь претендовать обманутым гражданам через денежные средства этого фонда на получение возмещения, да, то есть фактически внесенных денежных средств на строительство дома, либо на финансирование завершения мероприятий по строительству этого дома. То есть, в данном случае либо квартира, либо денежные средства. Также у нас закон о банкротстве, о несостоятельности банкротстве, он позволяет сейчас по тем объектам, которые находятся в стадии строительства, да, незавершенные, но по ним застройщик признан банкротом, позволяет передать данный объект другому потенциальному застройщику и достройку за счет его средств, получается, дома и предоставление квартир гражданам. По поводу компенсации я тут тоже немного повторюсь. Да, у нас на региональном уровне в Якутии предусмотрены компенсационные выплаты только тем гражданам, да, которые пострадали от так называемых двойных продаж. По этому направлению также органами власти активно ведется работа. Вячеслав Николаевич, вопрос, который интересует многих категорий граждан. Какие существуют льготы при приобретении жилья? В данных условиях, что могу сказать? У нас с прошлого года, с декабря месяца, на территории республики реализуется, как одному из субъектов Дальнего Востока, федеральная программа, так называемая дальневосточная ипотека, то есть ипотечный кредит на приобретение жилья под 2% годовых. Критерии там достаточно жесткие, да, я вот расскажу про определенные из них. То есть это семьи могут претендовать на получение данной поддержки от государства, семьи, возраст супругов, в которой не превышает возраста 35 лет включительно, либо это семья, которая не зарегистрирована в браке, но имеет ребенка в возрасте до 18 лет, и также имеют право на нее получатели дальневосточного гектара. Вот эти 3 категории граждан, они имеют право получить этот кредит. Кредит выдается на сумму не более 6 миллионов и выдается он на срок не более 20 лет. И период действия этой программы, он ограничен. Договора такие должны заключаться в период с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года. То есть 5 лет фактически. И еще какие меры поддержки у нас имеются? При приобретении квартиры человек имеет право на получение так называемого налогового вычета. Что он из себя представляет? То есть за счет своих налогов уплаченных, да, вы имеете право получить возмещение. Возмещение это предоставляется по имуществу суммы приобретения жилья не более 2 миллионов рублей, а по уплаченным процентам это 3 миллиона рублей. То есть гражданин при выполнении всех условий, да, при оплате вправе получить от государства в налоговом органе, да, по месту жительства при предоставлении определенного пакета документов не более 260 тысяч с имущества, да, получается, с имущественного взноса, то есть за квартиру сколько заплатил, и не более 390 тысяч с уплаченных процентов. То есть тут надо людям понимать, что квартиру можно купить и за 5, и за 10, и за 15 миллионов, но сумму возмещения вы получите только с 2 миллионов рублей. Вячеслав Николаевич, благодарим вас за интервью. Удачи вам и всего доброго. Вам спасибо. До свидания.
О рынке долевого строительства, обманутых дольщиках и мерах восстановления их прав мы говорили с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере, советником юстиции Вячеславом Никифоровым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.